В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Дарья Короленкова. Добрый вечер. Вначале озвучу основные темы уходящего дня. Комитету семей воинов Отечества 3 года. Помощь получили свыше 10 тысяч активистов. Узнаем, как развивается движение и какие проекты запускают. Новый утильсбор может поднять цены на импортные автомобили по всей стране. Узнаем подробности, что изменится с декабря. Открылась первая персональная выставка Петра Новгородова, мастера Крымпа. Более 10 уникальных инструментов, включая экземпляр с декой из рыбьей кожи, были представлены мастером. Якутские шашисты вернулись с молодежного чемпионата и первенства мира. В копилке спортсменов медали всех достоинств. Настольный теннис без границ. Ленский турнир для людей с ОВЗ собрал участников из всего района. Узнаем итоги и лучшие моменты. В этом году в Якутии завершен ремонт 4 мостовых переходов общей протяженностью 249,65 погонных метров. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики, обновлены мосты через реки Большая Черепаниха, Малая Черепаниха и Джороха в Алекнском районе, а также через реку Улахан-Хараяллах в Сунтарском улусе. Ведомство подчеркнули, что обновление мостовой инфраструктуры ведется системно. В этом году исполняется 3 года деятельности Комитета семей воинов Отечества. Это важное событие, подчеркивает значимость работы общественных организаций, поддерживающих семьи военнослужащих. За прошедшие годы была оказана масштабная помощь более чем 10 тысячам активистам. Подробности об этом далее. В Мирнинском районе созданы волонтерские штабы практически в каждом населенном пункте. В самом городе Мирный действует целых 3 штаба, активно помогающих участникам специальной военной операции и их семьям. Эта инициатива стала возможна благодаря самоотверженности местных жителей и поддержке общественности. Сидим, каждое утро приходим в 8 и до сих пор вот до 3. Вот так сидим и шьем. Я большинство поясов шью для воинов и простыни для госпиталя, трусы воинам и госпиталям, а также плащи. Ну, какое изделие есть, что, какой материал есть шить. Это все мы стараемся шить. Комитет семей воинов Отечества был образован на площадке форума сообщества, организованного Общественной палатой Российской Федерации. Сейчас эта структура объединяет усилия множества добровольцев, работающих во всех регионах России. Их вклад в поддержку защитников поистине огромен и вдохновляет многих на активные действия. 3-й год работает Комитет семей воинов Отечества, и, конечно же, мы тоже не остаемся в районе в стороне. Основная наша поддержка – это правовая помощь, какие-то консультационные мероприятия все. Здесь связь непосредственно с бойцами. Экстренная – это помощь в восстановлении документов идет. И это в первую очередь, мы не забываем про наше подрастающее поколение, это военно-патриотическое воспитание наших молодых мирнинцев, жителей Мирнинского района. Волонтеры Мирнинского района собирают и отправляют гуманитарную помощь, организуют встречи с семьями военнослужащих, оказывают психологическую поддержку и помогают решать бытовые вопросы. Солдаты очень довольны, особенно детским письмам и сладостям, тем же шерстяным носкам. Они очень радуются. То есть обратная связь от солдат всегда есть, и мы ее видим. И чувствуем, что это греет душу. Те же конфетки, печеньки, те же письма. Как бы много-много, очень много обратной связи. Ну, в основном, да, там, если есть заявки от бойцов, да, что-то конкретное, мы складываем что-то конкретное, что им, конечно, надо, да, в первую очередь, а потом уже сами от себя. Сладости, печенье, соленья. Мы отправляем отсюда даже грибы. Даже грибы. Грибы, варенье, икра кабачковая. Вот сейчас я только фасовала баночки. Икра кабачковая, огурцы. То есть, ну, это приятно для ребят. Труд волонтеров – это бесценный вклад в общее дело поддержки защитников и их близких. Благодаря их усилиям семьи военнослужащих чувствуют заботу и внимание, что придает силы и уверенности бойцам на передовой. Комитет семей воинов Отечества и дальше намерен оказывать своевременную поддержку семьям военнослужащих. Анна Васильева, Мирный.
Знания хода Великой Отечественной войны проверили алданские школьники в районной военно-патриотической игре, посвященной командующим военных операций. Ребятам и девчонкам предстояло как показать знания истории, так и продемонстрировать навыки военного дела. На состязаниях побывали наши коллеги. Какова ключевая роль маршала Советского Союза Георгия Жукова в обороне Москвы, операции «Багратион» и взятии Берлина? В чем заключался секрет военной интуиции маршала Ивана Конева? Какую степень риска при разработке операций считал разумной командующий Константин Рокоссовский? Из подготовленных школьниками презентаций сверстники и педагоги узнали массу интересных и удивительных фактов о полководцах Великой Отечественной войны. Интернет-ресурс, библиотека, где что-то взять, какие-то факты, которые не описаны в интернете. Да? Поэтому, в принципе, ребята уже научены, как делать презентацию, они справились хорошо. Защита презентационных роликов явилась одним из этапов военно-патриотической игры, состоявшейся в стенах школы номер 2 города Алдана. Хозяева площадки и стали инициаторами встречи. Ключевая тема игры, прошедшей в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, была посвящена полководцам Великой Отечественной войны. Такие мероприятия, когда команды вместе общаются, дух соревнования, они встречаются, дружат, общаются вместе. Это и есть патриотизм в моем понимании. Дружба, любовь, взаимовыручка, взаимопонимание. Вот он, патриотизм, который начинается со школы. В игре приняли участие команды из 10 школ района. Каждая команда объединила 3 человек. Ребятам и девчонкам предстояло как показать знания истории, так и продемонстрировать навыки военного дела. Второй этап у нас стрельба из пневматической винтовки. Третья – тактическая медицина, которую они будут показывать свои навыки в практике. Наложение жгута, закрытый массаж сердца, дыхание, переноска, транспортировка. И четвертый этап у нас будет сборка АК-74 и разряжение снаряжения магазина. Испытания оказались достаточно серьезными. Впрочем, особых трудностей у подростков они не вызвали. Историю Великой Отечественной войны ребята знают, уровень физической подготовки также не подвел. А вот сильные соперники заставили поволноваться. У ребят боевое, мы только за первым местом приезжаем. Уж как пойдет, смотрю, команд много, все подготовились. Я думаю, конкуренция будет здоровая. С заданиями и испытаниями школьники справились достойно. Наряду с победителями по ряду номинаций определилась и 3 лидеров. 3-е место завоевала Алданская гимназия. На 2-ю ступень взошли ученики из школы номер 1, а сильнейшей стала команда школы номер 2. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Машина – предмет роскоши. С 1 декабря в России начнут действовать новые правила расчета УЗИ-сбора для импортных автомобилей. Дилеры по всей стране опасаются, что такая мера приведет к значительному повышению цен на транспорт. Планировалось, что нововведения начнут действовать уже с ноября, но первый блин вышел комом. Идея вызвала такой общественный резонанс, что власти отложили ее запуск. В теме разбиралась Аржен Кармаева. Что такое в принципе утилизбор? Рано или поздно любой автомобиль исчерпает свой ресурс. И когда ваш железный друг превратится в груду металла, его нужно переработать. Поэтому при ввозе заграничной машины в нашу необъятную будьте готовы заплатить пошлину. Да, автомобиль еще новенький, а думать о том, как его утилизовать, государство решило заранее. При этом сумма сбора разная, влияет на нее несколько факторов. Это объем и тип двигателя, возраст вашего транспорта и что вы будете делать с автомобилем дальше – продавать или пользоваться лично. Для физлиц, что нас интересует больше всего, действует льгота. Если автомобилю меньше 3 лет, заплатите 3 400, больше 3 – 5 200 рублей. Ну, казалось бы, ладно, на фоне общей стоимости автомобиля эти несколько тысяч – капля в море и погоды не сделают. Но этой осенью Минпромторг изменил правила утилизбора. Теперь при расчете учитывается еще и мощность двигателя. Если двигатель может выжать больше 160 лошадиных сил, утилизбор составит уже не 3 и 5, а сотни тысяч и даже миллионы рублей. И чем мощнее автомобиль, тем больше вы заплатите. Возьмем, например, любимый якутянами за неубиваемость Land Cruiser Prado. Со старым утилизационным сбором он составлял 5200 рублей. Итоговая цена она выходила где-то от 3,5 миллионов рублей. Вот. А с новым утилизационным сбором это у нас от 2 до 3 миллионов рублей будет
расти. И итоговая цена на него поднимется до 6,5 миллионов рублей. Эту новость обсуждают, конечно, по всей стране, но по-настоящему она взбудоражила Дальний Восток. Во Владивостоке, автомобильной столице России, уже провели митинг против повышения утильсбора. Приморцы не верят, что перемены помогут бороться с серым импортом или подогреют интерес к отечественному автопрому. Именно к таким аргументам апеллируют власть имущие. Особенно сильно нововведение ударит по ценам на кроссоверы, гибриды и электрокары. Тревогу бьют дилеры популярных у нас нынче китайских машин. Правда, какие будут цены на авто из Поднебесной, пока что тайна, покрытая мраком. В салонах не берутся говорить точные цифры, но что станет дороже, практически не сомневаются. Что касается новых автомобилей, официальных дилеров, тоже никакой информации точно нету, но подорожание тоже ожидается. Потому что у нас имеется в линейке автомобилей мощностью больше, чем 160 лошадиных сил. Как в дальнейшем это повлияет на рынок, сложно сказать. Но мое мнение, как автолюбителя, как автомобилиста, это очень сложно. Это будет очень сложно. Поэтому если вы планируете приобретать автомобиль, успевайте до 1 декабря, потому что потом никто не знает, как это обернется повышение утильсбора. Это новые машины. А что же со вторичкой? Ведь автомобили с пробегом на японских, китайских или корейских аукционах якутяне покупают куда больше. Тут участники рынка советуют не поддаваться панике. Самые популярные модели у нас все-таки автомобили до 160 лошадиных сил. На такие автомобили изменения в правилах расчета утилизационного сбора не касается. И действительно, если зайти на популярный сайт по продаже автомобилей, то самым большим предложением в Якутии, а значит и спросом, пользуются японки с мощностью поменьше. То есть при импорте такой же машины утильсбор будет в пределах разумного. Но реформа пусть не прямо, но косвенно повлияет на стоимость подержанных легковушек. Здесь эксперты солидарны. Японцы уже планируют повышать свои цены, так как людей будет больше играть на данных автомобилях. И, конечно, люди будут ставить больше цену, и, соответственно, цена на итоговом расчете цена возрастет на автомобиль. Повлечет подорожание и не только новых машин, также автомобилей со вторичного рынка. То есть ситуация будет у нас такая, что после поднятия утильсбора, я думаю, рынок замрет на какое-то время. Ну, а потом будут какие-то движения уже совершенно по новым условиям, совершенно по новым правилам. Удорожание утильсбора уже вызвало бум продаж, например, гибридов. Да и в целом автолюбители пытаются запрыгнуть в последний вагон. Это привело к очередям в несколько тысяч автовозов на границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией. Если же обращаться к будущему, то перспективы обрисовывают нерадужные. По мнению Национального автомобильного союза, бюджет ежегодно будет терять 300 миллиардов рублей. Ведь люди просто перестанут покупать машины. Однако станет ли автомобиль признаком роскоши, покажет только время. Ржена Гармаева, Семен Семенов, Иван Сорокаумов, Якутск. С момента выпадения осадков в Нерюнгринском районе было зафиксировано 44 дорожно-транспортных происшествия. В них 4 человека пострадали, 2 погибли. Сегодня сотрудники госавтоинспекции вышли на дороги для проведения профилактической акции «Осторожно, гололед». Правоохранители напоминают участникам дорожного движения о строгом соблюдении правил безопасности зимнего вождения и особенностях вождения в неблагоприятных погодных условиях. Сотрудники госавтоинспекции убедительно просят, управляя транспортным средством, учитывать погодные условия, состояние дорожного полотна, выбирать скорость безопасную для движения, чтобы дать себе время на реакцию для принятия правильного и своевременного решения. Соблюдать безопасную дистанцию, увеличить расстояние до впереди идущего транспортного средства минимум в 3 раза больше, чем обычную, чтобы избежать столкновений при резком торможении. И запомните, все движения во время гололеда должны быть плавными. В Якутске прошло торжественное собрание, посвященное 105-летию со дня рождения выдающегося юриста и прокурора, основоположника юридической науки в Якутии Михаила Михайловича Федорова. Он был не только участником ВОВ, но и важной фигурой в послевоенном строительстве правовой системы республики. В память о нем на мероприятии вручили сертификат на наименование именного алмаза, который теперь носит имя этого великого человека. Подробности смотрите в сюжете далее.
Михаил Федоров родился в Татинском районе и в 1942 году был призван на фронт. Он прошел всю войну, проявив небывалое мужество и стойкость. После возвращения в родную республику Михаил Михайлович продолжил служить обществу, став прокурором Якутской ССР. Становление Михаила Михайловича Федорова как юриста представляет собой уникальный пример жизненного подвига. Годы лишения военных лет стали фундаментом его будущих научных свершений. Практический опыт Федорова формировался в суровых условиях. С 1940 по 1942 год он работал помощником прокурора Амбинского района, совмещая юридическую практику с активной общественной работой в райкоме комсомола. Этот период стал важной школой, где молодой юрист постигал не только тонкости законодательства, но и самое главное в нашей профессии – искусство работы с людьми. Он был одним из тех, кто активно развивал юридическую науку в республике, формировал основы правового образования и справедливости для будущих поколений. Сегодня мы вспоминаем его именно как человека-основателя всего того, что нас объединяет. Это юридический факультет. Нынче мы 25 лет отмечаем юридическому факультету. Это высшее юридическое образование во всей республике. И самое главное, конечно же, это его вклад в юридическую науку. В послевоенные годы Михаил Михайлович посвятил свою жизнь служению закону, активно занимаясь преподавательской деятельностью и обучением будущих юристов. Личный пример Михаила Федорова вдохновлял студентов и коллег на честность, скромность и высокие моральные ценности. Поэтому, конечно же, сегодня я хотела бы поблагодарить, в том числе являясь выпускником Якутского государственного университета, и ученицей Михаила Михайловича Федорова, его лекции по теории государства и права. Они носили, конечно же, в себе не только научные основы преподавания этой основной дисциплины для юристов, но это же, конечно же, и воспитание личных качеств, потому что Михаил Михайлович – это прежде всего человек очень большой человеческой скромности. Мероприятие стало не только данью памяти великому человеку, но и напоминанием о том, как важно сохранять уважение к истории, в том числе к людям, которые стали основой общества. Михаил Михайлович Федоров навсегда останется в памяти как человек, который своим примером служил и служит вдохновением для всех. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. Сегодня состоялось торжественное открытие первой персональной выставки Петра Новгородова, мастера по изготовлению якутского музыкального инструмента «Кырымпа». Здесь представлено более 10 уникальных струнно-смычковых инструментов разных форм и размеров. Особый интерес вызывает инструмент с декой, выполненный из рыбьей кожи. Все инструменты оснащены 2 струнами из конского хвоста, а колки мастер делает из разных материалов. Среди экспонатов также есть инструмент, переданный музею в 2024 году. Выставка продлится до 10 декабря. Хотелось бы сказать, что Петр Петрович – человек удивительной судьбы. Он является ветераном органов внутренних дел, отличником милиции МВД Российской Федерации. И он сумел соединить службу Родине с глубоким погружением в национальную культуру. Осваивая ремесло, он изучил работу мастеров Руслана Габышева, Василия Тимофеева. Под руководством Тимофеева он прошел мастер-класс и создал свой первый колыхах Кырымпа из цельного дерева. Шашечные баталии в солнечной Турции. Якутские спортсмены вернулись с молодежного чемпионата и первенства мира. В копилке республиканских шашистов медали всех достоинств. С героями состязаний встретилась Вероника Таюрская. Свыше 300 человек из 24 стран мира оспаривали звание сильнейшего в русских шашках. А более 240 участников из 17 стран состязались в 100 клеточных шашках. В борьбу за право стать королем и королевой шашек вступили ребята от 9 до 27 лет. Спортсмены соревновались в молниеносной, быстрой и классической играх. Для того, чтобы представлять Россию на международном уровне, нужно пройти состязания от городского до европейского масштаба. В шашки я пришел в 5 лет.
В 6 лет я ходил на соревнования. Чемпионат мира, я там занял 2 место, 3. По быстрой программе и по габит, еще по задачкам 3 место занял. На первенстве и чемпионате мира честь нашей страны представляли более 35 человек. Из Якутии отправились свыше 20 шашистов из Намского, Хангаласского районов, а также из Якутска. Спортсмены из столицы региона Айсана Федорова стала 3-кратным серебряным призером первенства, а Александр Сивцев завоевал серебряную и бронзовую медали соревнований. Сначала я соревновалась в первенство России. Я там заняла 3 место. Я зашла в сборную России, и поэтому я соревновалась в первенство Европы. Я там заняла 2 и 3 места. Первенство мира я там заняла 2 место по классике 64, а в остоклетке я заняла 2 место блиц, а 2 место по быстрой. Перед важнейшими состязаниями ребята усердно готовились под руководством опытнейших тренеров. Несмотря на большое расстояние от дома, наставник Саши и Айсаны Альбина Большакова всегда была на связи. На самом турнире, несмотря на большую разницу во времени, подключалась к ним онлайн и активно разбирали и анализировали каждую партию, готовились к соперникам, и я им давала советы. Сами ребята очень старательные, ответственные, талантливые. Очень надеюсь, что в будущем нас ждет еще очень много ярких побед и новых достижений. Якутские спортсмены давно доказали на мировой арене, что они достойные соперники. Начиная с малых лет, наши шашисты занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. В Ленске прошел личный открытый чемпионат по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как всегда, спортивное мероприятие собрало участников со всего района. Спортсмены продемонстрировали силу духа, настойчивость и отличную спортивную форму. Подробности об этом далее. В этот день в спортивном зале по адаптивным видам спорта собрались любители тенниса с ограниченными возможностями здоровья. За первенство боролись спортсмены-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды по слуху, зрению и с интеллектуальными нарушениями. Для каждого из них чемпионат стал важным событием, позволив не только проявить себя, но и получить поддержку, заряд мотивации и живое общение в спортивной атмосфере. Настрой у всех был боевой. Участие самое главное. Там, независимо от результата, я знаю, что в моем возрасте там высоких результатов едва ли можно добиться. Поэтому я как есть, так и есть. Как есть? Как игра ваша прошла? Ну, неплохо, в принципе. Я еще вот 3-й год почти играем, но еще не научились. Пока тренировки идут, вроде все хорошо. В игре не получается применять. Вот основная моя ошибка. В этом чемпионате Владимир не занял призовое место. Соперники молодые и очень подвижные, уточнил он. С такими бороться сложно. Но мужчина не расстроен, говорит, есть над чем работать дальше. За столом номер 1 Александр Сидоров. Он один из сильнейших игроков. Несмотря на то, что занимается теннисом несколько месяцев, результаты показывает неплохие. Много выиграл. 4 партии, наверное, выиграл. Здесь на финале проиграл. 3-1. Почему? Чего не хватило? Ну, молодежи надо уступать дорогу. Александр занял 2-е место. Доволен. Поддержать сына на чемпионате приехала Клавдия Харунова. Мама – главный его болельщик. Молодой человек занимается теннисом более 10 лет. Чемпионат для парня не первый. Он всегда идет в тройке лидеров. У него игра в числе призовых, но это вот борется на данный момент. И он немножко волнуется. Он, когда достигает, у него настроение поднимается, и стараешься это поддерживать. Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и памятными подарками. Участники продемонстрировали, что, несмотря на ограничения, можно добиваться высоких результатов и быть вдохновением для окружающих. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.